Чтобы начать сегодняшний наш урок, я хочу пожелать всем на сегодня вам удачи. Хочу также узнать ваше настроение. Если у вас хорошее настроение, давайте похлопаем в ладоши. Прекрасное настроение, да? Теперь мы должны, прежде чем приступить к изучению новой темы, мы должны, естественно, повторить пройденный материал. На прошлом уроке какую тему мы с вами проходили, ребята? Хорошо. Теперь, сейчас я вам задаю несколько вопросов, то есть 10 вопросов у нас на экране. Вы должны ответить на эти 10 вопросов только одним словом «да» или «нет». Все, больше ничего туда писать не надо. Для этого у вас на столе лежат листочки, где написано вот стратегия «да» или «нет». На каждый вопрос отвечайте одним словом. Потом будем уже меняться листочками и проверять внутри. Пожалуйста. На экране у вас вопрос. Соединение азота с металлами называется нитридами, например, легкий вопрос. Как один, вернее, каждый правильный ответ засчитывается как 1 балл. Быстренько посчитайте и подытожьте. Это наш случай. Это ваш случай, да? Итак, сколько баллов набрали? Посмотрим. Значит, первая группа. Сколько баллов? 8. Вторая группа. 10. Молодцы. Похлопаем. Давайте оценим группу. Все 10 правильно набранные баллы. И в третьей группе у нас 9. Значит, на первом месте пока идет у нас вторая группа. Хорошо. Теперь тему сегодняшнего урока открыть тетради, ребята, запишите тему аммиак. Число и тему урока аммиак. Значит, что мы должны сегодня изучить? Целью урока нашего сегодняшнего является изучение состава и строения молекулы аммиака. Также мы должны познакомиться с водородной связью, идономно-акцепторным механизмом ковалентной связи, изучить физические и химические свойства аммиака, рассмотреть способы получения аммиака в лабораторных условиях и в промышленности, а также области применения аммиака. Написали тему урока? Хорошо. Теперь ознакомьтесь с составом аммиака. Аммиак – это вещество, молекула которого состоит из одного атома азота и 3 атомов водорода, формула которого NH3. Как мы уже отметили, на прошлом уроке мы с вами проходили, что азот имеет 2 энергетических уровня, порядка номер 7, следовательно, заряд нейтросхем. Почему по энергетических уровнях? Во втором периоде, правильно. Электроны расположены следующим образом, имеют конфигурацию 2+3. В образовании любой химической связи участвуют именно эти 5 электронов, то есть они считаются валентными электронами, которые находятся на последнем энергетическом уровне. Из этих 5 электронов, обратите внимание, 3 электрона являются неспаянными, они расположены по одному. Именно они участвуют в образовании 3 ковалентно-полярных связей с 3 атомами водорода, вот 3 атома водорода к ним присоединяются, и образуются 3 ковалентные полярные связи при образовании молекулы аммиака. У водорода, вы знаете, у него всего лишь 1 электрон, вот коричневые точки у нас это электроны водорода. И в результате чего у нас образуются 3 ковалентно-полярные связи. Связь, значит, молекулы аммиака является какой? Ковалентно-полярной. Хорошо. Теперь рассмотрим с вами образование иона аммония. Этот ион вам не знаком. То есть мы впервые встречаемся с этим ионом в таблице растворимости, он среди металлов находится. NH4 с одним положительным зарядом. Как же он образуется?
Итак, мы уже отметили, что у азота есть неподеленная пара электронов. То есть эти электроны он ни с кем пока не поделил. Так? У этого азота, атома азота, есть неподеленная электронная пара, и поэтому она имеет возможность образовывать донорно-акцепторную связь. Это новый вид связи, который вам не знаком. Как же она образуется? Значит, вот, неподеленная пара электронов атома азота притягивается к катиону водорода. Катион водорода почему? Потому что у него один положительный заряд, поэтому здесь катион. У него имеется свободная орбиталь. И эта электронная пара стремится сюда. В результате чего образуется у нас ион аммония NH4 за счет катиона водорода, положительный заряд. В целом вообще, ребята, молекула аммиака имеет какую степень? Любая молекула какая она? Нейтральная. У него степень будет какой? Нулевой, да? Нулевую степень имеет. А за счет этого протона водорода, то есть катиона водорода, в целом весь ион приобретает положительный заряд. И этот новый ион, который вам впервые будет, значит, знакомиться, называется ионом аммония. Азот является в данном случае донором, ребята, а водород является акцептором. Вот когда человек сдает кровь, мы говорим, донор, да, сдал кровь. Точно так же азот является донором, а акцептор, как одолживший свою свободную, значит, орбиталь, является акцептором. Так, понятно вот это вам? Да. Теперь между молекулами аммиака образуется так называемая водородная связь. Водородная связь – это такая связь, которая образуется между атомами очень электроотрицательного элемента альфа. Как фтор, кислород, азот одной молекулы, вот между атомами, в данном случае у нас азот одной молекулы, и атомом водорода другой молекулы образуется новый вид связи, который тоже мы встречаемся впервые, значит, эта связь называется водородной. Угол будет равен 107 градусов. Теперь ваша задача, ребята, у нас задание такое, мы должны провести лабораторный опыт, то есть я вам на столе положила шестижневые модели, вы должны быстренько построить мне молекулу аммиака. Все, закончили, молодцы. Вот, молодцы, правильно, да? Хорошо. Остальная группа закончила, да? Ага. То есть для того, чтобы посмотреть физические средства, мы должны, смотрите, ребят, посмотреть видеофрагмент, внимательно смотрим. Затем обязательно должны ответить на эти 5 вопросов сами, на листочках. То есть на какие вопросы конкретно? Агрегатное состояние, какого рода цвета исследуемое вами вещество, имеет ли он запах, растворяется ли в воде, и во сколько раз тяжелее или легче воздуха? На эти вопросы я должна ответить. Кстати, чтобы ощутить запах аммиака, да, у вас есть склянки с раствором аммиака. Мы при этом должны соблюдать что? Технику безопасности. Какое правило должно соблюдать? Да. Азиза, хорошо, скажи. Поток воздуха к носу, к себе, да, и таким образом ощущаем запах. Хорошо, молодцы. Теперь смотрите, ребята, сейчас посмотрим видеофрагмент. Почему она окрасилась в малиновый цвет? Как вы думаете? Потому что вода в воде был фенолфталин, но вода была бесцветной. Аммиак таким образом растворился или нет? Хорошо, вы сначала ответьте на вопросы, потом вместе обсудим. Внимание на экран. Значит, как вы ответили, правильно или нет? Итак, у нас аммиак в 1,7 раза легче воздуха. У всех сами себя проверяете? Да. Правильно, да? Так, дальше. Газообразное вещество, без цвета, с характерным резким запахом. Вы все почувствовали же запах? Я смотрю, молодцы. Так, является
хочу дополнить, что они являются ядовитыми, то есть токсичными. При температуре минус 33,5 он кипит и плавится при температуре минус 78 градусов по Цельсию. Вы ответили на вопрос, растворяется ли? Как ответили? Хорошо, да? Вот как раз таки аммиак хорошо растворяется в воде, в 1 литре воды растворяется аж 700 литров аммиака, поэтому очень хорошо растворен в воде. 3-10% раствор аммиака называется нашатырным спиртом, ребята. Будьте внимательны. 18-25% раствор называется аммиачной водой. Жидкий аммиак вызывает сильные ожоги кожи. Обычно его перевозят в стальных баллонах, окрашенных в желтый цвет, и обязательно надпись черного цвета. Аммиак, как и должно быть написано там. Теперь вам хочу вот что сказать. Значит, вы сказали, оно хорошо растворяется в воде. Вот как раз таки, когда вы смотрели опыт фонтан, оно же растворялось, да? Опыт сам по себе называется фонтан, как бьет фонтаном, да? Почему она окрасилась в этот цвет, малиновый цвет? Почему? Потому что там образовалась сплошная среда. Как раз сейчас химические свойства еще получения аммиака в лабораторных условиях и в промышленности. Аммиак можно получить взаимодействием хлорида аммония и гидроксида кальция. Почему лакмусовая бумажка посинела? Из чего получили аммиак? Из каких веществ? Гидроксида чего? Кальция и хлорида аммония. Да? Получили аммиак. Значит, собирали аммиак к пробирке. В каком расположении пробирка была? А почему? Потому что легкий газ, совершенно верно. А почему лакмусовая бумажка окрасилась в... Все? Так, хорошо. Теперь ознакомимся, ребята, с вами с химическими свойствами аммиака. Для этого, значит, обратите внимание на это. Аммиак хорошо реагирует с кислотами. В данном случае у нас есть соляная серная кислота. Тише, ребята. При этом образуются соли аммония. Хлорид аммония, ну, добавится другая соль, я сейчас скажу об этом. Беру для того, чтобы вы убедились, что аммиак действительно взаимодействует с кислотами. Беру соляную кислоту у нас, наливаю пробирку, немного соляной кислоты. Так. Затем во вторую пробирку наливаем раствор аммиака, водный раствор аммиака наливаем. Раствор аммиака наливаем. Так. Так, беру палочки, значит, опускаем их в раствор аммиака и соляной кислоты и подносим эти палочки друг к другу. Что вы видите? Дым. Белый дым. Как вы назвали этот опыт? Что вы увидели? Что наблюдали? Да. Какое название вы дали? Этот опыт, ребята. Есть у вас версии? Дымьяка. А? Дымьяка. Дымьяка еще. Этот опыт называется дым без огня. То есть мы никакие, значит, нагревания не производили, спичку не зажигали, спиртовку не зажигали, но при этом у нас все равно выделялся дым. Это означает о том, что между аммиаком и соляной кислотой протекает химическая реакция с образованием хлорида аммония. Запишите уравнение реакции. Во втором случае, ребята, здесь образуется средняя соль, а во втором случае у нас какая соль? А? Дана? Как?
слышишь? Гидроксид. Гидросульфат аммония. Так как в молекуле имеется атом чего? Водорода. Соль какая здесь будет? Соль какая? Это у нас средняя соль. А это будет водород, присущий какому классу? У какого класса есть водород? У основания разве? У кислот. Значит, соль будет какой? Кислой. Кислой будет соль. Так, также мы с вами только что, пока записывайте, заодно слушайте меня. Вы наблюдали, опыт смотрели, значит, что аммиак хорошо растворим в воде. При этом образуется гидроксид аммония. Смотрите, NH4OH. Вещество называется гидроксид аммония. Аммиак растворяется в воде. Аммиак хорошо горит в кислороде. Но если внимательно посмотреть, я здесь записала без катализатора и в присутствии катализатора. Чем отличаются эти два уравнения? Видите? Зарина? Хорошо, ты имеешь в виду коэффициенты 3,5, допустим. Оба аммиака реагируют с кислородом, коэффициенты где-то разные. Еще разница в чем? В первом уравнении продуктами что является? Что у нас образовалось здесь? Азот. А во втором уравнении у нас образуется оксид азота, скольковалентного, двухвалентный оксид азота образуется. То есть, если аммиак нагревать без катализатора, если он будет реагировать с кислородом, то у нас образуется свободный азот N2. А если реакция протекает в присутствии платинового катализатора, то у нас продуктом реакции будет являться оксид азота двухвалентного. Это нам необходимо знать при решении задачи, потому что там обязательно указывается. И последнее, четвертое свойство аммиака – это разложение аммиака при нагревании. То есть реакция получения аммиака, ребята, является, оказывается, обратимой. Аммиак, если получает из азота и водорода, то из аммиака, оказывается, можно получить азот и водород. Все записали уравнение, да? Хорошо. Теперь давайте, чтобы закрепить тему нашего урока, насколько вы поняли, значит, проведем парную работу. Работаем в паре по 2 человека, да? Отвечайте, сейчас я на экран тоже у тебя положу, ну ладно, вы втроем вместе работаете. Вы двое, вы двое. Так сделаем. Отвечай, то есть там у вас стоит прочерк, да? Кстати, применение забыли, хорошо, сейчас осмотрим. Вместо прочерка поставьте нужные слова, ребята. Аммиак что делает? Все, молча работаем, молча. Это группарная работа, по 2 человека работаете, потом меняетесь с соседями и будете оценивать друг друга. Давайте теперь проверим, кто правильно ответил. Итак, аммиак хорошо растворяется в воде. Раствор называется водой или у всех так? Первый, второй вопрос, наверное, верный, я так думаю. Воздействием аммиака лакмусовая бумажка меняет окраску. Правильно записали? Соседей проверяете? У всех верно? Молодцы, ребята. Так, при взаимодействии аммиака с азотной кислотой образуется вещество, называемое хлорид аммония. Здесь я видела, вы писали как? Вы дым без огня написали, некоторые из вас я видела. И, значит, один неправильный ответ, да? И аммиак не взаимодействует с чем? У всех такой ответ? Хорошо, молодцы, ребята. Теперь давайте отложите. Значит, здесь, по-моему, только не знали, остальные правильно ответили, я листочки ваши не смотрю. Теперь применение должны мы рассмотреть. Откройте учебник, страницу 36. Там есть абзац, ребята. На странице 36 есть абзац применения. Быстренько тоже постройте методом кластера, напишите применение аммиака. Основное только выписывайте, у нас там много слов. Прочтите и запишите. Поэма нашел?
Все, повесили ваши листочки. Вторая заключенница. И первая группа. Так, Арман, зачитай свои результаты ваших ответов. Читай, пожалуйста, где применяется? Так, слушаем, остальные внимательно проверяем. Только я, значит, одного человека взяла, остальные проверяйте. Правильно? Применение метода различных половинных устройств, взрывчатых веществ, плавных растворов, аммиак используется в медицине устройств, хранилище, музей, азотных удобрений, Для получения азотных удобрений. азот содержащих веществ, приготовление азотных кислоты. Все, да? Хорошо, садись, достаточно, молодец, садись. Теперь про это ответили. Хочу сказать, что первая группа почти ответила на 5. Молодцы, ребята, поработали. Вот. Для парня хочу здесь дополнить то, что для взрывчатых веществ все это не указано. Теперь вот как раз таки в медицине мы сказали, да, что она применяется именно где? Когда? Нет, в медицине когда применяется азотная? Нет. Как? Чтобы разбудить человека, то есть привести человека в сознание, да? Когда, в каком случае, когда человек что делает? Падает в обморок. Это знакомо у каких? В основном у спортсменов это, да, происходит вот это явление. Они падают в обморок, им дают нюхать нашатырный спирт. Хорошо. Теперь, ребята, давайте порешаем задачи. Будем решать задачи. Вы теперь должны найти практически. Практически ответ найти. Так, поживее. Все, закончила? Так, правильно. Кто еще решил вот эту задачу? Первая задача, которую решила Жанна, правильно, да? Так. А, нет. Есть ошибка? Где ошибка? Да. Что ты не учла? Коэффициент не учла. Молодец, исправь свою ошибку. Это у нас грамм, да? Теперь, чтобы найти ню, что делаем? Правильно. Массу делим на малярную массу. Нет, это практически выход на задачу. Это ты третью задачу говоришь. Делим на малярную массу. Малярная масса чего равно? Грамм на мол. Теперь, на это удивительное дерево вы должны повесить свои стикеры. У вас есть вот эти стикеры, да? Значит, если вы считаете, что урок был плодотворным, хорошим, повесьте, пожалуйста, розового цвета стикеры. Да. Если вы считаете, что оно особо не отличалось от других уроков, повесьте зеленый цвет. А если вам урок вообще не понравился, он был неудачный, пожалуйста, повесьте смайлики. Если урок не понравится, смайлики. Каждый за себя напишите свои имена и быстренько повесьте. На этом наш урок заканчивается. За сегодняшний день, значит, на сегодняшний урок, точнее, Арман, 4 могу поставить. Очень хорошо работал сегодня. Искал учебники, материалы и так далее. Дана немножко запуталась, поэтому 4. Да, молодец, 5 оценки я ставлю. Хайрбек работал в группе. Значит, 4 можно поставить. Александр неплохо работал. 4. Кто еще? Баяман помогал своей команде. Тоже 4. Асфальт тоже 4 могу поставить. Повесьте, стали, повесьте, все.